Казахская национальная одежда – предмет материальной культуры казахов. Если человек не помнит своей истории, то у него нет будущего. Так гласит казахская пословица. Костюм женщины-казашки определялся в соответствии с возрастом. Костюм детей у казахов повторяет одежду взрослых, только в уменьшенном виде, в соответствии с возрастом и полом ребенка. По-видимому, это связано со стремлением поскорее увидеть в своем ребенке взрослого. К этнической культуре казахов относится обычай украшать детские и девичьи шапки перьями совы, которая считалась священной птицей, а ее перья – оберегом от дурных глаз и болезней. Костюм замужней женщины-казашки состоял из тех же предметов, что и девичий, за исключением головных уборов. Во время свадебного обряда женщина надевала салкеле. Это головной убор, который после свадьбы в течение года девушка надевала по праздникам. Лицевая часть салкеле украшалась всевозможными нашивками – галунами, кораллами, бусами, серебряными бляшками и драгоценными камнями. С боков прикрепляли длинные подвески из нити коралла, бирюзы, серебряных пластинок и шелковых кистей. Замужняя женщина носила жаульк. Это головной убор, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, покрывающей волосы, плечи и спину. Белый цвет символизировал чистоту и был обязательным для головных уборов, которые назывались кимишеком или же просто повязывали белый платок. Пожилые женщины носили платье свободного покроя, поверх которого надевали длинный камзол или шафран. На голову надевали кимишек, который дополнялся белым платком, завязанным в виде тюрбана.